12 марта 2009 года, когда следователи подошли к дымящимся обломкам джипа на горной трассе в 50 километрах от Бишкека, они увидели то, чего быть не должно. Пепел документов, настолько плотный слой, что весь салон был покрыт серой пылью, как после извержения вулкана. Эксперты позже скажут, что такое количество бумаги могло поместиться только в дипломате или специальном кейсе. Но самого кейса не было. Ни обугленных обломков кожи, ни металлических защёлок, ни рамки. Кто-то забрал его до прибытия первого наряда милиции. Кто пришел на место трагедии раньше официальных служб? И главное, какие именно документы превратились в пепел, который следователи собирали совками в полиэтиленовые мешки, зная, что экспертиза ничего не восстановит. Медет Садыркулов был человеком, который знал слишком многое. Руководитель администрации президента Курманбека Бакиева, доверенное лицо, которому поручали самые деликатные переговоры, от встреч с американскими дипломатами до распределения контрактов на миллионы долларов. В его кабинете на 4-м этаже Белого дома, так в Киргизии называют президентскую резиденцию, хранились досье, которые видели только трое: сам Садыркулов, президент и глава службы национальной безопасности. Бывший сотрудник администрации, который согласился говорить только при условии анонимности, вспоминает, как однажды видел, как Медет выходил из кабинета с черной папкой под мышкой. Он держал ее так, будто внутри находится бомба. Пальцы побелели от напряжения. Это было за месяц до того дня на трассе. Я спросил, все ли в порядке. Он только кивнул и быстро прошел к лифту. Больше я эту папку не видел. Что было в ней? Контракты, которые могли разрушить репутацию целых кланов? Записи разговоров, способные отправить высокопоставленных чиновников за решетку? Или детали сделок, которые связывали киргизскую власть с теми, о ком не принято говорить вслух? Чтобы понять масштаб трагедии, нужно вернуться на 5 лет назад, к весне 2004 года, когда молодой политик по имени Медет Садыркулов только входил в ближний круг оппозиции. Курманбек Бакиев тогда еще не был президентом, но уже был фигурой, вокруг которой собирались недовольные режимом Аскара Акаева. Медет отличался редким для киргизской политики качеством. Он умел слушать и находить компромиссы там, где другие видели только противостояние. Его назначили связным между разными группами оппозиции: южными кланами, северными бизнесменами, интеллигенцией Бишкека. Это требовало не только дипломатического таланта, но и абсолютной конфиденциальности. Встречи проходили в арендованных квартирах, в машинах, в кабинетах, где перед разговором отключали телефоны и проверяли стены металлоискателями. Один из участников тех встреч, бывший депутат Джовор Кукенеша, который эмигрировал в Алматы после событий 2010 года, рассказывает о том, какую цену платили за доверие. Медет держал список людей, которые финансировали революцию. Настоящие имена, реальные суммы. Это была его страховка и одновременно проклятие. Потому что если список попадет не в те руки, начнется охота. Весной 2005 года, когда тюльпановая революция свергла Акаева, Садыркулов стал одним из архитекторов новой власти. Его наградили должностью, кабинетом, доступом к государственным тайнам. Но он не знал тогда, что эти тайны станут его смертным приговором. Следующие 4 года Медет Садыркулов жил в 2 мирах одновременно. В публичном пространстве он был эффективным управленцем, человеком, который модернизировал работу администрации президента, внедрял электронный документооборот, встречался с журналистами и давал комментарии о реформах. Но была и другая сторона. Закрытые совещания, на которых обсуждали распределение активов приватизированных предприятий, назначение на ключевые посты в силовых структурах, контракты на поставки для армии и строительство дорог. Киргизия после революции оставалась бедной страной, где средняя зарплата учителя составляла 3000 сомов. Это около $70. Но при этом сын президента Бакиева, Максим, за несколько лет стал владельцем крупнейшей телекоммуникационной компании, сети автозаправок и доли в золотодобывающем предприятии. Как это произошло? Кто подписывал документы, которые позволяли переводить государственные активы в частные руки? Садыркулов знал ответы,
потому что многие из этих документов проходили через его стол. Бывший министр экономики, который подал в отставку в 2008 году, вспоминает разговор с Медетом в кулуарах правительственного заседания. Он сказал мне: «Мы строим не государство, а семейный бизнес. И рано или поздно это всех нас похоронит». Я тогда подумал, что он преувеличивает, но через полгода его похоронили по-настоящему. Перелом произошел зимой 2008-2009 года, когда Садаркулов начал дистанцироваться от семьи Бакиевых. Точная причина неизвестна, но свидетели говорят о серии конфликтов. Первый — из-за назначения на пост главы таможенной службы. Максим Бакиев настаивал на своем человеке. Медет возражал, ссылаясь на его коррупционное прошлое. Второй конфликт — вокруг контракта на строительство участка дороги Бишкек-Ош. Садаркулов требовал открытого тендера, но заказ отдали фирме, связанной с младшим братом президента. Третий, самый острый, из-за планов Максима баллотироваться в мэры столицы. Медет считал, что это окончательно дискредитирует власть, создаст образ династии, которая приватизирует страну. «Он пришел ко мне домой поздно вечером», — рассказывает его друг, журналист Тимур Тактанасыров, который погибнет вместе с Медетом на той злополучной трассе. Сказал, что принял решение. Либо они меняют курс, либо он уходит и забирает с собой все, что знает. Я спросил: «Ты понимаешь, на что идешь? Он улыбнулся и ответил: «Меня защитят документы. Если со мной что-то случится, копии попадут куда надо». Я тогда не понял, о каких копиях речь. В феврале 2009 года Медет Садаркулов подал заявление об отставке. Официальная формулировка — по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами. Но инсайдеры знали правду. Его выдавили. Последние недели в должности он провел, собирая документы. Секретарь, которая работала в его приемной, вспоминает, что он приходил в офис рано утром, до начала рабочего дня, и уходил последним, когда охрана уже начинала обход этажей. Я видела, как он копирует что-то на принтере. Толстые стопки, которые он складывал в коробки и уносил в машину. Однажды я спросила, не помочь ли. Он резко сказал: «Не надо. Чем меньше ты знаешь, тем безопаснее». Теперь я понимаю, что он хотел сказать. Что именно копировал Садаркулов? Существует несколько версий. Первая — договоры приватизации с подписями высокопоставленных чиновников, где суммы сделок не совпадали с рыночной стоимостью активов. Вторая — записи совещаний, на которых обсуждались планы по устранению неугодных журналистов и оппозиционеров. Третья — списки офшорных счетов членов семьи Бакиева. Четвертая — все вместе. Один из следователей, который позже работал по делу о гибели Садаркулова, утверждает, что на флешке, найденной в кармане Медета, были фрагменты таблиц Excel с кодами банковских счетов. Но флешка была повреждена огнем, и восстановить данные не удалось. 11 марта 2009 года, за день до трагедии, Медет Садаркулов встретился с человеком, которого никто не видел и не ожидал. Охранник, дежуривший у входа в элитный жилой комплекс, где снимал квартиру Медет, рассказывал следователям о посетителе, который приехал поздно вечером на автомобиле с затонированными стеклами. Он не назвал имени, сказал только: «Меня ждут». Я позвонил наверх, Медет Садаркулович сказал пропустить. Через 1,5 часа посетитель вышел. Я запомнил его лицо. Напряженное, серьезное. И еще запомнил, что Медет Садаркулович провожал его до лифта, чего раньше никогда не делал. Обычно гости уходили сами. Кто этот человек? Следствие так и не установило. Но существует версия, что это был представитель одной из спецслужб, либо киргизской СНБ, либо российского ФСБ, либо американской разведки. Цель визита — переговоры о передаче компромата. Садаркулов якобы предложил сделку — защиту в обмен на документы. Но переговоры зашли в тупик. После ухода посетителя Медет позвонил другу, Тимуру Тактанасырову, и сказал: «Завтра едем в Каракол. Нужно встретиться с людьми». Каракол — город на востоке Киргизии, в 400 километрах от Бишкека. Зачем ехать так далеко? Что за люди? На эти вопросы ответов нет. Известно только, что рано утром 12 марта Медет, Тимур и водитель Сергей сели в джип Toyota Land Cruiser и выехали из столицы. Больше их живыми никто не видел. Трагедия произошла в районе поселка Беловодское,
на участке дороги, который местные называют «проклятым километром» из-за частых аварий. Но то, что случилось с машиной Садыркулова, не было обычной аварией. Джип внезапно съехал с трассы, врезался в дерево и загорелся. Очевидцы, водители проезжавших мимо машин, говорят, что огонь разгорелся мгновенно, будто кто-то плеснул бензина. «Я видел черный дым уже издалека», — рассказывает дальнобойщик Александр Петрович, который ехал следом. «Подъехал, хотел помочь, но жар был такой, что близко не подойти. Я звоню в милицию, кричал, что люди горят, а мне сказали «выезжаем». Но приехали они только через 40 минут. За это время машина сгорела дотла. 40 минут. Достаточно, чтобы кто-то успел приехать, обыскать салон и забрать то, что нужно. Экспертиза позже установит, что все трое погибли еще до пожара, от удара и переломов. Но почему огонь был таким сильным? Баллон с газом, который якобы взорвался в багажнике, официально там не числился. Электропроводка джипа была исправна. Остается версия о поджоге. Когда следователи осмотрели место, они нашли осколки стекла, разбросанные не по направлению удара, а в стороны, как будто кто-то разбил окна изнутри, чтобы добраться до салона. Нашли обугленные остатки мобильных телефонов, но сим-карты из них были извлечены. Нашли обрывки одежды, документы, банковские карты, но не нашли главного — черной кожаной папки, о которой говорили коллеги Садыркулова, и дипломата, который он якобы взял с собой в дорогу. Зато нашли пепел. Много пепла. Экспертиза определила, что это остатки бумаги высокого качества, офисной, плотностью 80 граммов на квадратный метр. Такую используют для печати важных документов. Количество пепла позволяло предположить, что сгорело не меньше 300-400 листов. Для сравнения, стандартный договор занимает 10-20 страниц. Значит, это могли быть десятки договоров, или отчеты, или досье на людей. Все то, что могло стоить жизни не только Садыркулову, но и тем, кто упоминался в документах. А теперь задумайтесь, почему документы сгорели, а металлические детали дипломата — замки, петли, защелки — исчезли? Кожа могла обуглиться, но металл выдержал бы даже сильный пожар. Это значит, что кто-то забрал дипломат целиком, до того, как огонь уничтожил все. Кто приехал на место раньше милиции? Кто знал, что Садыркулов повезет документы именно этим маршрутом? И самое главное, почему выгоднее было уничтожить компромат, чем оставить его как улику против себя? Может быть, потому что в документах были имена не только киргизских чиновников, но и людей из других стран, которым невыгодна огласка. Чтобы понять, кто мог стоять за трагедией, нужно посмотреть на тех, кто выиграл от смерти Медета Садыркулова. Первый в списке — Максим Бакиев, старший сын президента. К 2009 году он уже контролировал крупнейшие бизнесы страны: Альфа-Телеком, сеть автозаправок «Газпром-Кыргызстан», долю в золотодобывающей компании «Кумтор». Но его репутация висела на волоске. Оппозиция обвиняла его в коррупции, журналисты публиковали расследования о схемах обогащения, а внутри самой власти росло недовольство. Садыркулов был одним из немногих, кто открыто говорил президенту, что амбиции сына разрушают режим. Более того, Медет владел документами, которые могли доказать связь Максима с сомнительными сделками. После смерти Садыркулова эти обвинения повисли в воздухе. Без доказательств они превратились в слухи, которые легко опровергнуть. Максим Бакиев через год станет главой Центрального агентства по развитию, инвестициям и инновациям, структуры, которая контролировала миллиардные потоки. Совпадение? Второй человек, который выиграл — Данияр Усенов, тогдашний премьер-министр Киргизии. Садыркулов критиковал его за неэффективность, блокировал назначение его протеже на ключевые посты, требовал отчетов о расходах правительства. Конфликт между ними был публичным. В январе 2009 года на закрытом совещании, по словам участников, Усенов заявил: «Либо Садыркулов уходит, либо я». Президент Бакиев выбрал премьера. Медет подал в отставку. Но даже после этого он оставался угрозой, человеком, который мог в любой момент обнародовать факты коррупции в правительстве. Через месяц после трагедии Усенов получил расширенные полномочия и начал масштабную кампанию по чистке администрации президента
от людей, лояльных Садыркулову. Снова совпадение. Третий бенефициар — это силовые структуры, точнее их руководители, которые опасались, что Садыркулов передаст компромат оппозиции или иностранным спецслужбам. Есть версия, что Медет планировал встречу с представителями американского посольства в Бишкеке, чтобы обсудить политическое убежище в обмен на информацию о коррупции в киргизском правительстве. Эту версию косвенно подтверждает факт, что за 2 недели до трагедии СМБ Киргизии усилила наблюдение за Садыркуловым. Бывший сотрудник спецслужбы, который согласился говорить при условии полной анонимности, рассказывает. Был приказ фиксировать все его перемещения, телефонные разговоры, встречи. Мы знали, с кем он общается, куда ездит, даже что покупает в магазинах. Это был уровень контроля, который применяет к особо опасным преступникам или шпионам. Но Садыркулов не был ни тем, ни другим. Он был человеком, который знал слишком много. Но самое интересное — это связь между этими 3 фигурами. Максим Бакиев, Данияр Усенов и руководство СНБ встречались накануне трагедии. Встреча была неофициальной, без протоколов и записей, в резиденции президента. Что они обсуждали? Официальной версии нет, но есть свидетельство одного из охранников, который слышал, как из кабинета доносились повышенные голоса. Кто-то кричал: «Он уничтожит нас всех, если мы не остановим его». Я не знаю, о ком речь, но совпадение по времени наводит на мысли. Через 3 дня Медет Садыркулов погиб. Через месяц все 3 — Максим, Усенов и глава СНБ — получили повышение или расширение полномочий. Это не доказательство заговора, но это очень удобное стечение обстоятельств. Следствие по делу о гибели Садыркулова велось вяло и неохотно. Первоначально объявили версию о несчастном случае. Водитель якобы уснул за рулем, машина съехала с дороги. Но эта версия рассыпалась сразу. Водитель Сергей был опытным профессионалом, который возил высокопоставленных лиц 10 лет. Он никогда не нарушал правил, не употреблял алкоголь, был известен своей осторожностью. К тому же авария произошла днем, в хорошую погоду, на прямом участке дороги. Вторая версия — технические неисправности джипа. Но экспертиза показала, что машина была в отличном состоянии, проходила техосмотр за неделю до трагедии. Третья версия — официальная, трагическая случайность. Эту версию поддержали прокуратура и МВД, несмотря на многочисленные нестыковки. Дело закрыли через полгода за недоказанностью умысла. Никто не был привлечен к ответственности. Никто даже не стал фигурантом. А что думает семья Садыркулова? Его вдова Асель в интервью через год после трагедии сказала: «Медет знал, что за ним следят. Он говорил мне: если со мной что-то случится, знай, это не случайность». Я не хотела верить, я думала, он преувеличивает опасность. Но теперь я знаю, он был прав. И я знаю, кто за этим стоит, но доказать я ничего не могу, потому что все доказательства сгорели в той машине. Есть ли шанс, что правда когда-нибудь выйдет наружу? Возможно. В 2010 году, после свержения Бакиева в ходе Апрельской революции, Временное правительство пыталось возобновить расследование. Создали специальную комиссию, опросили свидетелей, запросили экспертизы. Но дело снова застопорилось. Почему? Потому что многие фигуранты, которые могли быть причастны, к тому времени уже покинули страну или заняли новые высокие посты. Сегодня могила Медета Садыркулова на кладбище в Бишкеке — место паломничества для тех, кто верит, что он был честным человеком в мире лжи. На памятнике выгравированы слова: «Правда сильнее страха». Но в Киргизии до сих пор боятся произносить его имя вслух, особенно в разговорах о коррупции семьи Бакиевых. Есть негласное правило — не копать глубоко, не задавать неудобных вопросов, не связываться с теми, кто все еще у власти или имеет связи. Потому что история Садыркулова — это не просто история одного человека. Это история о том, как работает система, где документы опаснее оружия, а молчание ценнее золота. И если вы думаете, что такое возможно только в Киргизии, вспомните, в мире полно стран, где неудобные люди гибнут в несчастных случаях, а компромат сгорает раньше, чем попадет в руки следователей. Остается главный вопрос: существуют ли копии тех документов, которые Садыркулов вез в Каракол? Или они действительно сгорели без следа? Чтобы понять масштаб операции по уничтожению компромата,
Нужно посмотреть на детали, которые не попали в официальные отчеты. Одна из них — показания техника-криминалиста, который осматривал место трагедии. Он обратил внимание на странные обстоятельства. Пепел документов был распределен неравномерно. Основная масса в районе задних сидений и багажника, где логично находился бы дипломат или кейс. Но часть пепла нашли на переднем пассажирском сидении и даже на капоте снаружи. «Это нетипично для автомобильного пожара», — объясняет он. Обычно бумага сгорает там, где лежит. Но в данном случае выглядело так, будто кто-то вытаскивал документы, перебирал их и частично сжигал на месте. Если это правда, то получается, что убийцы не просто забрали дипломат, но еще и уничтожили часть содержимого прямо на глазах у проезжающих мимо водителей, рискуя быть замеченными. Насколько отчаянной была операция, если они не могли ждать даже несколько минут? Жена Медета Садыркулова, Асель, хранила молчание почти год после трагедии, отказываясь от всех интервью, закрывшись в квартире на окраине Бишкека, где каждый предмет напоминал о муже. Его любимое кресло у окна, стопка недочитанных книг на тумбочке, пиджак, который она до сих пор не может убрать в шкаф. Когда она впервые согласилась говорить перед камерой осенью 2010 года, ее руки дрожали так сильно, что она не могла удержать чашку с чаем. «Медет изменился в последние 3 месяца», — начала она тихим голосом, который едва слышно в записи. Он стал молчаливым, замкнутым, часто смотрел в окно, будто ждал, что кто-то придет. По ночам он вскакивал от любого шороха. Хлопнет дверь в подъезде, проедет машина под окнами. Я спрашивала, что происходит, он только качал головой. Чем меньше ты знаешь, тем безопаснее. Но я же жена, я чувствовала, он боится. Не за себя, за нас, за меня, за детей. И я не знала, как ему помочь. Асель вспоминает вечер за неделю до трагедии, когда Медет привез домой небольшой металлический сейф размером с обувную коробку и спрятал его в кладовке под старыми одеялами. Она случайно увидела, как он закрывал его на ключ, а ключ положил в карман пиджака, который всегда носил с собой. Я спросила, что там. Он сказал: «Страховка. Если со мной что-то случится, отдай этот сейф Токтонасырову». Я тогда не придала значения, подумала, очередные рабочие документы. Но после того дня, когда мне сообщили о том, что произошло, я бросилась к кладовке. Сейфа не было. Кто забрал его? Когда? И главное, что именно хранилось внутри, если Медет считал это своей защитой? Тимур Токтонасыров, друг Садыркулова и коллега по оппозиционному движению, был тем, кого Медет называл своим последним запасным выходом. Токтонасыров работал журналистом в газете «Слово Кыргызстана», публиковал резкие материалы о коррупции в правительстве, за что его трижды вызывали на допросы в прокуратуру. Один раз избили неизвестные у подъезда, а его редакцию пытались закрыть через налоговую проверку. Но Тимур не прекращал писать, и Медет восхищался его упорством. В феврале 2009 года, сразу после отставки из администрации президента, Садыркулов пришел к Токтонасырову в редакцию и попросил о встрече без свидетелей. Они встретились в квартире общего друга, где Медет впервые рассказал о том, что собирался сделать. Бывший коллега Токтонасырова, который слышал этот рассказ позже от самого Тимура, передает его слова почти дословно. Медет принес флешку и сказал: «Здесь копии контрактов на приватизацию 3 золотодобывающих компаний, 2 из которых переоформлены на офшорные фирмы, связанные с Максимом Бакиевым. Суммы сделок занижены в 10 раз. Если обнародовать это, Максима можно судить за коррупцию». Но Медет боялся не суда. Он сказал: «Они убьют меня раньше, чем я успею передать это прокурору». И попросил Тимура хранить копию как гарантию. Если с Медетом что-то случится, опубликовать все. Токтонасыров согласился. Он спрятал флешку в сейфе редакции, куда имели доступ только главный редактор и он сам. Но через 3 недели, ночью, в редакцию проникли грабители. Они не тронули компьютеры, не взяли деньги из кассы, не забрали камеры или технику. Они вскрыли сейф, забрали только флешку и ушли, не оставив следов. «Это была профессиональная работа», — говорит бывший следователь МВД, который вел дело об ограблении.
Никакого вандализма, никаких отпечатков. Даже записи камер наблюдения в здании были стерты за 2 часа до проникновения. Это уровень спецслужб, а не уличных воров. Так то Насыров рассказал об этом Медету, и Садыркулов понял. За ним следят не просто внимательно, а настолько плотно, что знает даже о его тайных встречах с журналистом. «Медет тогда сказал мне, — вспоминает Асель, — что он больше никому не доверяет, даже самым близким, потому что кто-то сливает информацию. Предатель был среди своих. Эта мысль преследовала Садыркулова последние недели его жизни, превращая осторожность в паранойю. Он перестал пользоваться мобильным телефоном, покупал одноразовые сим-карты, менял их каждые 2-3 дня. Он не назначал встреч заранее, приезжал неожиданно, в последний момент сообщая только время и место. Один из его знакомых, экс-депутат Джоор Кукенеша, вспоминает, как Медет внезапно появился у него дома поздним вечером, не предупредив. Он зашел, огляделся, проверил, закрыты ли окна, и только потом сел. Я предложил чай, он отказался. «Не буду задерживаться. Мне нужно, чтобы ты запомнил имя — Санжар. Если со мной что-то случится, найди Санжара, он знает, где копии». Я спросил, кто такой Санжар, но Медет уже уходил. Больше мы не виделись. Кто такой Санжар? Следствие так и не смогло его найти. Существует несколько версий. Возможно, это кодовое имя, возможно, вымышленный персонаж, который должен был запутать тех, кто прослушивал разговоры. А может, Садыркулов специально называл разным людям разные имена, чтобы проверить, откуда утекает информация. Но самая страшная версия — Санжар существовал, но его нашли раньше, чем он успел передать документы. В марте 2009 года, через неделю после гибели Медета, в Оше нашли тело мужчины лет 40, личность которого не установлена до сих пор. Паспорта при нем не было, опознать его никто не пришел. Единственная примета — татуировка на левом предплечье. Имя Санжар и дата — 14 октября 1993 года. Но главное предательство пришло оттуда, откуда Медет не ожидал — из собственной охраны. Последние 2 года, пока он занимал должность руководителя администрации президента, за его безопасность отвечал специально выделенный сотрудник Службы национальной безопасности, капитан по имени Эрлан. Это была стандартная практика для высокопоставленных чиновников. Личный охранник, который сопровождал везде, знал распорядок дня, маршруты передвижения, места встреч. Эрлан был с Медетом 3 года, стал почти членом семьи. Обедал за одним столом, играл с детьми, ездил на дачу по выходным. Даже после отставки Медета из администрации президента СНБ сохранила за ним охрану. Формально на переходный период, но на деле это был способ контроля. Асель доверяла ему как себе. «Эрлан всегда был рядом», — говорит она. «Когда Медет уходил с работы поздно, я звонила Эрлану, и он успокаивал. Все нормально, я рядом, довезу до дома». Я считала его другом, и потому не поняла, почему в тот последний день, 12 марта, Эрлан не поехал с ними. Официальная версия. У Эрлана был выходной, и его заменили другим охранником. Но этот другой так и не появился. Медет, Тимур и водитель Сергей поехали втроём. Почему Садыркулов согласился ехать без охраны? Может, он больше не доверял даже Эрлану? Или наоборот, Эрлан сам отказался ехать, зная, что произойдет? Расследование, проведенное независимыми журналистами через год после трагедии, выявило странную деталь. За день до поездки Эрлан встречался с человеком, которого опознали как сотрудника аппарата СНБ, отвечавшего за контрразведку. Встреча прошла в кафе на окраине Бишкека. Длилась больше часа. Камеры наблюдения зафиксировали, как они сидели за угловым столиком, говорили тихо, наклонившись друг к другу. После этой встречи Эрлан позвонил Медету и сообщил, что на следующий день не сможет сопровождать его. Семейные обстоятельства. Медет не стал настаивать. Возможно, он уже подозревал. Возможно, решил проверить. Поедет без охраны и посмотрит, что случится. Проверка оказалась фатальной. «Когда я узнала, что Эрлан не поехал, я сразу поняла», — говорит Асель. Голос ее срывается на высокой ноте, слезы текут по щекам. Он знал. Он знал, что их убьют. И он выбрал не Медета.
Он выбрал тех, кто платит больше. После трагедии Эрлан исчез. Уволился из СНБ по собственному желанию. Выехал из Киргизии, по слухам, в Россию или Казахстан. Найти его так и не смогли. Но в 2011 году он позвонил бывшему коллеге, который работал в том же отделе СНБ, и в пьяном состоянии рассказал то, о чем молчал 2 года. «Мне приказали не ехать. Сказали, будет несчастный случай. И лучше, если ты не окажешься рядом. Я пытался предупредить Медета, но не мог напрямую. Я намекал, что поездку лучше отложить, что маршрут опасный. Но он не понял, или понял, но все равно поехал». Запись этого разговора попала к журналистам, но ее подлинность невозможно проверить. Эрлан исчез снова, телефон отключен, следы потеряны. Остается вопрос: если Эрлан действительно пытался предупредить, почему не сказал прямо? Почему выбрал молчание вместо честности? Ответ, возможно, в том, что честность в этой системе стоит дороже жизни. Семья Садаркулова заплатила самую высокую цену за его решение. Дети, сын Тимир, которому было 12 лет, и дочь Айнура, 9 лет, потеряли отца в тот день, когда должны были праздновать день рождения бабушки. Асель вспоминает, как утром 12 марта дети спросили, когда папа вернется, и она ответила: «Вечером он обещал привезти торт». Торта не было. Вечером пришли люди в форме, вошли в квартиру, и Асель сразу поняла, не дожидаясь слов. Дети плакали, не понимая, почему мама кричит и падает на пол. Они узнали правду только через неделю, на похоронах, когда увидели закрытый гроб, который несли 6 мужчин в черных костюмах. Тимир с тех пор не произнес ни слова о том дне. Он замкнулся, перестал учиться, ушел из дома в 16 лет и связался с плохой компанией. Асель потеряла не только мужа, но и сына. Айнура боялась спать одна, каждую ночь приходила в комнату матери, прижималась к ней и шептала: «Мама, а нас тоже убьют?» Асель не знала, что ответить. Она сама не чувствовала себя в безопасности. После трагедии их квартиру обыскивали дважды, якобы в рамках следствия. Но обыски больше напоминали устрашение. Сотрудники СНБ переворачивали все, забирали личные вещи Медета. Компьютер, телефоны, записные книжки, даже фотоальбомы. «Они искали что-то конкретное», — говорит Асель. «И я знаю, что. Документы. Те самые документы, о которых Медет говорил. Но я не знала, где он их прятал. Или знала, но не сказала». Один из адвокатов семьи, который вел дело по защите их прав, рассказывает о странном эпизоде через полгода после трагедии. Асель позвонила ему поздно вечером. Голос был напряженным, почти шепотом. «Приезжайте завтра утром, но не звоните, просто приходите». Когда он приехал, Асель передала ему конверт, запечатанный сургучом. Она сказала: «Не открывайте сейчас. Откройте только, если со мной что-то случится. И храните в надежном месте». Адвокат хранил конверт в банковской ячейке 2 года, пока Асель не эмигрировала с детьми в Казахстан. После этого он вскрыл конверт. Внутри была единственная фотография. Медет Садаркулов стоит рядом с мужчиной в костюме, лица которого не видно, срезано ножницами. На обороте надпись рукой Медета. 31 января 2009 года. Последняя встреча. Кто тот человек? Почему Асель вырезала его лицо? И что означает «последняя встреча»? Адвокат передал фотографию журналистам, но опознать место съемки не удалось. Нейтральный интерьер, мог быть офис, гостиница, частная квартира. Остается только догадываться. А догадок много. Может, это был тот самый Санжар? Или человек, который должен был помочь, но предал? Или, что хуже всего, тот, кто отдал приказ убить? В последние годы жизни Медет Садаркулов стал одержим идеей создания тайника. Место, где можно спрятать документы так, чтобы их не нашли даже профессионалы. Он изучал опыт диссидентов времен СССР, читал мемуары разведчиков, консультировался с теми, кто знал, как работают спецслужбы. Один из таких консультантов, бывший офицер КГБ, который после распада Союза переехал в Бишкек и работал в частной охранной фирме, вспоминает их разговор осенью 2008 года. «Медет пришел ко мне в офис и спросил напрямую: где бы вы спрятали что-то, чтобы это не нашли даже ваши бывшие коллеги?» Я понял, что вопрос серьезный, и ответил честно:
Ни в сейфе, ни в банковской ячейке, ни на флешке в квартире. Все это проверяет в первую очередь. Нужно место, которое не связано с вами напрямую. Чужая квартира, чужой гараж, чужой садовый участок. У человека, которому вы доверяете безгранично, но который официально с вами не связан. Садыркулов задумался, поблагодарил и ушел. Через месяц этот офицер увидел в новостях сюжет о трагедии на трассе и сразу вспомнил тот разговор. Он позвонил следователям, рассказал об этом, но ему не поверили. Сказали, это все слухи, не надо раздувать конспирологию. Но офицер был уверен. Медет создал тайник. И документы были там, в безопасности, когда он погиб. Версия о тайнике подкрепляется несколькими косвенными уликами. Первое. Свидетельство соседа Садыркулова по даче в поселке Карабалта, в 30 километрах от Бишкека. Сосед, пенсионер по имени Владимир Иванович, рассказывал, что в феврале 2009 года Медет несколько раз приезжал на дачу поздно вечером, оставался там до ночи и уезжал. Это было странно, потому что зима, на даче холодно, отопления нет. Я видел свет в окнах его дома, слышал, как он ходит внутри, что-то делает, говорит Владимир Иванович. Один раз я подошел, постучал, хотел спросить, все ли в порядке. Медет вышел, выглядел уставшим, на руках была земля, как будто он копал. Я пошутил: «Картошку сажаешь не в сезон?» Он улыбнулся натянуто и сказал: «Ремонтирую фундамент». Но какой ремонт в феврале, в мороз? После трагедии дачу Садыркулова обыскивали дважды. Вскрывали полы, проверяли стены, даже копали вокруг дома. Ничего не нашли. Но если Медет действительно зарыл что-то на участке, он мог выбрать место, которое не вызывает подозрений. Под деревом, под старой компостной ямой, под садовой дорожкой. Владимир Иванович предполагает, что тайник был под сараем, который стоял в дальнем углу участка. Сарай был старый, покосившийся, туда никто не заглядывал. Идеальное место, чтобы что-то спрятать. Но после обысков сарай сгорел. Якобы случайно, от замыкания проводки. Хотя электричества там вообще не было. Случайность? Или кто-то решил уничтожить последние следы? Вторая улика — показания продавца строительного магазина в Бишкеке, который запомнил Медета, потому что тот купил необычный набор. Металлическую трубу длиной около метра, специальный водонепроницаемый герметик, рулон плотной пленки и несколько замков. Я спросил, что он строит, а он ответил: «Делаю хранилище для архива». Я подумал, что он имеет в виду документы в офисе, и не стал уточнять. Это было в конце января 2009 года, за 1,5 месяца до трагедии. Металлическая труба, загерметизированная и закопанная в землю — классический способ хранения документов, используемый разведчиками. Такой тайник выдерживает влагу, перепады температур и остается невидимым для металлоискателей, если закопан достаточно глубоко. Если Медет действительно создал такое хранилище, оно до сих пор где-то существует. Но где? Третья улика, самая интригующая, — это письмо, которое Ассель получила через полгода после трагедии. Письмо пришло по почте, без обратного адреса. Почерк был незнакомый, текст короткий. «Ассель, если хочешь найти то, что Медет оставил, вспомни, где вы были в последний раз вместе. Там, где дети смеялись, а он сказал: «Здесь я буду всегда». Не ищи дальше». Ассель сначала подумала, что это розыгрыш или провокация, но потом вспомнила. За неделю до трагедии они всей семьей ездили на озеро Иссык-Куль. Остановились в маленьком гостевом доме в поселке Чолпоната. Дети играли на берегу, строили замки из песка. Медет сидел на лавочке и смотрел на воду. Ассель подошла, села рядом, и он обнял ее и сказал: «Знаешь, если бы я мог выбрать, где остаться навсегда, я бы выбрал это место». Она тогда не придала значения этим словам, но сейчас они звучали как послание. Ассель поехала на Иссык-Куль, нашла тот гостевой дом, поговорила с хозяйкой. Та вспомнила Медета, сказала, что он приходил туда еще раз, уже один, через несколько дней после семейной поездки. Он попросил разрешения пройти на участок, сказал, что забыл там вещь. Я разрешила.
Он ушел в сторону старого колодца, провел там минут 15, потом вышел и уехал. Старый колодец, заброшенный, давно неиспользуемый, заросший травой. Еще одно идеальное место для тайника. Асель спустилась вниз по деревянной лестнице, осмотрела стены. Нашла кирпич, который выступал больше других, попыталась вытащить. Кирпич поддался, за ним была ниша, пустая. Кто-то уже забрал то, что там лежало. Или Медет вообще ничего там не оставлял, а просто проверял, подходит ли место. Тайна тайника остается нераскрытой до сих пор. Но есть люди, которые верят, что документы существуют, спрятаны надежно и ждут своего часа. Один из таких людей — бывший оппозиционный депутат, который после свержения Бакиева пытался возобновить расследование дела Садыркулова. Он утверждает, что в 2011 году к нему пришел анонимный человек, передал конверт и сказал: «Здесь карта. Не используй ее сейчас, время еще не пришло. Когда придет, поймешь». В конверте был лист бумаги с нарисованной схемой, квадрат, внутри 3 точки, соединенные линиями, и надпись: «3 места. Одно — правда». Депутат не понял, что это значит, показал экспертам, никто не смог расшифровать. Схема могла быть картой участка, планом здания или просто абстракцией. Но депутат хранит ее до сих пор, надеясь, что однажды кто-то поймет. «Медёт был умным человеком», — говорит он. Он не доверял никому полностью, даже самым близким. Поэтому он создал систему. Несколько тайников, несколько копий, несколько людей, каждый из которых знал только часть правды. Чтобы собрать все вместе, нужно было найти их всех. Но после его смерти люди разбежались. Кто-то погиб, кто-то эмигрировал, кто-то замолчал. Пазл рассыпался. И теперь правда существует только частями, разбросанными по Киргизии и за ее пределами. Возможно, кто-то из читателей этой истории знает больше. Возможно, кто-то видел Медёта в тех местах, о которых мы не знаем. Возможно, кто-то хранит его послание, не понимая его значения. Если это так, время говорить пришло. Потому что молчание убивает не только тех, кто знает правду, но и тех, кто мог бы ее услышать. Остается главный вопрос. Если тайник действительно существует, кто его найдет первым? Те, кто ищет правду, или те, кто хочет ее уничтожить? В архивах Службы национальной безопасности Киргизии существовала папка с кодовым номером БД-07, которая хранилась в специальном хранилище на -2 этаже здания на проспекте Чуй. Доступ к этой папке имели только 4 человека: директор СНБ, его заместитель по контрразведке, начальник архива и еще один сотрудник, имя которого не фигурировало ни в каких списках. Папка была толстая, больше 300 страниц, переплетенная в темно-синюю обложку, на которой не было никаких опознавательных знаков, кроме номера, выбитого тиснением. Бывший архивариус СНБ, который уволился в 2010 году после смены власти, рассказывает историю, от которой кровь стынет в жилах. 14 марта 2009 года, через 2 дня после трагедии на трассе, к нему в кабинет спустился заместитель директора с приказом изъять папку БД-07 и передать лично ему, без регистрации в журнале выдачи. Это нарушало все протоколы безопасности. Любое изъятие документов должно фиксироваться минимум 3 подписями. Но архивариус не посмел возразить, достал папку из сейфа и передал. На следующий день в здании СНБ объявили пожарную тревогу, эвакуировали всех сотрудников, а когда вернулись через час, обнаружили, что в архивном хранилище сработала система уничтожения документов. Та самая, которая должна включаться только в случае захвата здания противником. Несколько сотен папок превратились в пепел. БД-07 была в их числе. Или ее уже не было там? Что именно содержалось в той папке? По словам архивариуса, который успел мельком увидеть несколько страниц, это были медицинские заключения, финансовые отчеты о движении средств на офшорных счетах, стенограммы закрытых совещаний и досье на людей из ближайшего окружения президента Бакиева. Одна страница особенно запомнилась. Таблица с датами, суммами и кодовыми именами. Напротив каждой суммы стояла пометка: «Выплачено», «Ожидается», «Задержано».
Суммы были астрономическими для Киргизии. От 500 тысяч до 5 миллионов долларов. Кому платили? За что? И главное, кто составлял эти отчеты? Медет Садыркулов имел доступ к этой папке. Как руководитель администрации президента он получал копии стратегически важных документов, включая разведывательные сводки СНБ. Существует версия, что именно он составлял часть отчетов о финансовых потоках, потому что его подпись стояла на документах о распределении бюджетных средств. Но папка БД-07 содержала не официальные отчеты, а теневую бухгалтерию. Записи о выплатах, которые нигде больше не фигурировали. Бывший сотрудник финансового отдела администрации президента, который работал под началом Садыркулова, вспоминает странную деталь. В январе 2009 года Медет попросил его поднять из архива все платежные ведомости за последние 2 года по статье «Прочие расходы». Это была огромная работа. Больше 200 документов, каждый требовал сверки с банковскими выписками. Я спросил, зачем такая срочность, а он ответил: «Проверяю несоответствие». Через неделю он пришел с распечатками, на которых красным маркером были выделены строки. Я посмотрел, суммы не совпадали. В официальных документах стояло, например, 300 тысяч сомов на ремонт дороги, а в банковской выписке только 200. 100 тысяч исчезли. И таких строк было десятки. Куда делись деньги? Садыркулов знал ответ, и этот ответ стоил ему жизни. Потому что несоответствие вели к одному источнику — к личным счетам членов семьи Бакиева. Архивы стали полем битвы между теми, кто хотел сохранить правду, и теми, кто стремился ее стереть. Весной 2009 года, сразу после трагедии на трассе, в стране началась волна случайных пожаров в государственных учреждениях. Сгорел архив Министерства финансов, где хранились копии контрактов на приватизацию. Сгорел подвал здания налоговой службы, где лежали декларации о доходах высокопоставленных чиновников за последние 5 лет. Сгорело крыло областной администрации ВОШа, где находились документы о распределении земельных участков под застройку. Всего за 3 месяца 6 крупных пожаров, в каждом из которых уничтожались именно архивные помещения, а не офисы или технические комнаты. Пожарная экспертиза в 5 случаях из 6 установила причину — замыкание электропроводки. Но электрики, которые обслуживали эти здания, утверждали, что проводка была исправна, проверки проходили за месяц до пожаров. «Это была зачистка», — говорит бывший следователь прокуратуры, который вел одно из дел о пожарах. «Кто-то методично уничтожал следы. Я пытался доказать поджог, но мне сверху сказали: «Не копай, закрывай дело». Я понял, что если буду настаивать, следующим сгорю я». Он уволился, уехал в Россию, до сих пор не возвращается в Киргизию. Боится. И его страх оправдан. 2 его коллег, которые тоже работали над этими делами, попали в автомобильные аварии в течение года. Один погиб, 2 остался инвалидом. Случайность? Или система защищала себя? Но самое страшное — архивы исчезали не только из государственных зданий, но и из частных рук. Журналист Болот Тимирбеков, который собирал материалы для расследования о коррупции семьи Бакиева, хранил копии документов на жестком диске в сейфе у себя дома. Летом 2009 года к нему ворвались грабители, избили его, связали жену и детей, вскрыли сейф и забрали только жесткий диск. Деньги, ювелирные изделия, техника — все оставили. Они знали, что искать, рассказывает Болот. Шрам над бровью до сих пор напоминает о той ночи. Один из них спросил: «Где копии?» Я сказал, что не понимаю, о чем речь. Он ударил меня прикладом по лицу и повторил: «Где копии Садыркулова?» Только тогда я понял. Они думали, что Медет передал мне свои документы перед смертью. Я кричал, что ничего не знаю, что у меня только мои материалы. Они не поверили, забрали диск и ушли. Через неделю я получил анонимное сообщение: «В следующий раз заберем детей». Я прекратил расследование. Сколько таких историй осталось нерассказанными? Сколько людей замолчали, потому что страх оказался сильнее желания правды? А главное, кто координировал эту кампанию устрашения? Кто давал приказы, кто составлял списки неугодных, кто решал, кого запугать, а кого устранить? Асель Садыркулова до сих пор не может войти в кабинет мужа, который они сохранили нетронутым после его смерти. Дверь заперта. Ключ лежит в ее шкатулке, но она не может заставить себя повернуть его. Когда через год после трагедии она все таки решилась,
обнаружила, что кто-то уже побывал там. Книги на полках стояли не так, как оставлял Медет. Ящики стола были приоткрыты. Папки с документами лежали не в том порядке. «Я сразу поняла. Их обыскивали снова, пока меня не было дома», — говорит Асель. «Но как они вошли? Дверь была заперта, замок не сломан, окна целы. Значит, у них был ключ. Или отмычка. Или связи с теми, кто мог войти легально, под видом проверки газа, воды, электричества. Что они искали? Асель не знает. Но знает, что не нашли. Потому что через неделю пришли снова. И еще раз через месяц. Всего 4 раза за полгода кто-то тайно обыскивал квартиру, каждый раз оставляя едва заметные следы. Это была не просто кража. Это была охота за чем-то конкретным. За документами, которые Медет спрятал так надежно, что даже его жена не знала, где они. Или знала, но не понимала их значения? Задумайтесь, почему после смерти человека его архивы становятся опаснее, чем при жизни? Потому что мертвый не может защитить свои секреты. Мертвый не может сказать, где правда, а где ложь. Мертвый превращается в символ, легенду, и его документы становятся святыней для одних и проклятием для других. Медет Садыркулов знал это. Поэтому он создал не один тайник, а систему тайников. Поэтому он доверил разным людям разные части правды. Поэтому он оставил не прямые указания, а загадки, которые может разгадать только тот, кто действительно знал его. Но система не сработала, потому что люди, которым он доверял, оказались слабее, чем он думал. Или потому что те, кто охотился за документами, были умнее, чем он предполагал. Архивы Медета Садыркулова до сих пор где-то существуют. Или сгорели вместе с надеждой на правду. Власть съедает человека изнутри задолго до того, как убивает его снаружи. Медет Садыркулов прожил в эпицентре киргизской политики всего 4 года, с 2005 по 2009. Но этого хватило, чтобы изменить его до неузнаваемости. Фотография весны 2005 года, сделанная в день назначения на должность руководителя администрации президента, показывает улыбающегося мужчину 38 лет с прямой спиной, ясным взглядом, темными густыми волосами без единой седины. Он стоит на ступенях Белого дома в новом костюме, рядом с Курманбеком Бакиевым, и в его позе читается уверенность человека, который верит, что сможет изменить страну к лучшему. Фотография февраля 2009 года, последняя перед отставкой, показывает совершенно другого человека. Волосы седые больше, чем наполовину, спина сутулая, глаза запавшие, с глубокими темными кругами. Морщины у губ и на лбу такие глубокие, будто их вырезали ножом. Он выглядит на 50, хотя ему только 42. 4 года отняли у него 10 лет жизни. Что произошло за это время? Бывший личный врач администрации президента, который регулярно осматривал высокопоставленных чиновников, в том числе Садыркулова, вспоминает, как менялось состояние Медета. В 2006 году небольшое повышение давления, стресс, рекомендации больше отдыхать. В 2007 хроническая бессонница, требующая снотворных. В 2008 язва желудка, мигрени, тахикардия. В начале 2009-го полный набор симптомов тяжелого невроза. Тремор рук, потеря веса, панические атаки. «Я предупреждал его, что если не возьмет отпуск, организм не выдержит», — говорит врач. Он отвечал: «Отпуск — это роскошь для тех, кто может себе позволить не думать о завтрашнем дне». Последний раз я видел его за 3 недели до трагедии. Он пришел на осмотр, я измерил давление. 180 на 110. Это критическая зона, риск инсульта. И я сказал: «Медет Садыркулович, вы понимаете, что играете с жизнью?» Он устало улыбнулся и ответил: «Доктор, моя жизнь уже не моя. Она принадлежит тем, кто решит, когда мне умереть». Я тогда не понял. Теперь понимаю. Он знал. Он знал, что обречён. Знал, что система не прощает тех, кто видит её изнанку и не хочет молчать. И его тело отвечало на этот страх единственным доступным способом — разрушалось. Физиология власти — это не метафора,
это реальность, которую можно измерить анализами крови, кардиограммами, снимками. У Медета Садыркулова за 4 года работы развилась целая коллекция болезней. Гастрит перешел в язву, незначительная аритмия превратилась в постоянную тахикардию. Периодические головные боли стали ежедневными мигренями, которые снимались только сильными обезболивающими. Он начал терять волосы. Не от возраста, а от стресса. Врачи называют это диффузное выпадение на фоне хронического психоэмоционального напряжения. Он перестал нормально есть, потому что желудок не принимал пищу, спазмы начинались даже от стакана воды. Спал по 3-4 часа в сутки, просыпался от кошмаров, в которых его преследовали люди в масках. Коллеги замечали, что он вздрагивает от резких звуков. Хлопнет дверь, зазвонит телефон, и Медет резко оборачивается, бледнеет, несколько секунд приходит в себя. «Он был как пружина, сжатая до предела», — говорит бывший заместитель. «Одно неосторожное движение, и она выстрелит или сломается». Весной 2009 года пружина сломалась. Но не сама. Ее сломали. Особенно заметные изменения были в его глазах. В начале карьеры Медет смотрел прямо, открыто, без тени недоверия. К концу он не смотрел людям в глаза дольше секунды. Взгляд постоянно бегал, проверяя, кто стоит за спиной, кто подходит сбоку, кто слушает разговор. Он перестал улыбаться. Даже на семейных фотографиях последних месяцев его лицо напряженное, губы сжаты. Улыбка выглядит как маска, которую надевают для камеры и тут же снимают. Асель говорит, что последний раз видела его по-настоящему смеющимся за полгода до трагедии, когда они отдыхали на озере Иссык-Куль. Дети строили замок из песка, Медет помогал им, вдруг рассмеялся, таким легким смехом, какого я не слышала давно. Я подумала, может, все наладится, может, он отпустит эту работу, эту проклятую политику, и мы вернемся к нормальной жизни. Но через час он получил звонок, ушел к воде, долго говорил, и когда вернулся, смех исчез. Больше я его не слышала. Что было в том звонке? Кто звонил? И что сказали Медету такое, что убило в нем последнюю радость? Медицинские записи, которые сохранились в архиве поликлиники, куда Садыркулов иногда обращался вне работы, показывают картину медленного угасания. Анализ крови от ноября 2008 года — повышенный уровень кортизола, гормона стресса, в 3 раза выше нормы. Кардиограмма от декабря. Признаки ишемии, недостаточное кровоснабжение сердца. Заключение терапевта от января 2009. Рекомендован срочный отдых, санаторное лечение, консультация кардиолога и невролога. Прогноз при сохранении текущего образа жизни неблагоприятный. Медет проигнорировал рекомендации. Продолжал работать, продолжал собирать документы, продолжал готовить свой уход из власти, зная, что каждый день может стать последним. Его организм кричал «стоп», но он не слушал. Потому что остановиться означало сдаться, а сдаться означало предать тех, кто верил, что он принесет правду. Он выбрал правду, и правда его убила. Но не болезнь убила, не инфаркт, не инсульт. Убили те, кто боялся правды больше, чем собственной совести. Остается вопрос. Если бы Медет Садыркулов прожил дольше, выдержал бы его организм? Или он был бы обречен на медленное умирание от болезней, которые породила власть? И что страшнее, быстрая смерть в огне на трассе или медленная агония в больничной палате, зная, что твоя правда так и осталась невысказанной? Когда следственная группа начала разбирать финансовые потоки после свержения Курманбека Бакиева в апреле 2010 года, они обнаружили схему, которая объясняла все. За 5 лет правления семья президента вывела из Киргизии от 800 миллионов до миллиарда долларов. Точную сумму установить невозможно, потому что половина транзакций прошла через офшоры, анонимные счета, подставные компании. Но даже приблизительные цифры поражали. Для страны, где годовой бюджет составлял около 2 миллиардов долларов, потеря миллиарда означала катастрофу. Откуда эти деньги? Из контрактов на строительство дорог, где стоимость завышалась в 2-3 раза. Из приватизации государственных предприятий, которые продавались за 10% реальной стоимости, связанным с семьей компаниям. Из таможенных сборов, которые оседали в карманах чиновников. Из золотодобычи, где доля государства сокращалась, а доля частных инвесторов росла пропорционально близости к президентской семье.
Кто контролировал эти потоки? Максим Бакиев, старший сын президента. Максим был молод, амбициозен и абсолютно беспринципен. К 2009 году, в 32 года, он стал одним из богатейших людей Киргизии, владел телекоммуникационной империей, сетью автозаправок, долями в золотодобывающих компаниях, недвижимостью в Бишкеке, Москве, Лондоне. Официально его состояние оценивалось в $100 миллионов. Неофициально эксперты говорили о 300-400 миллионах. Как молодой человек без собственного бизнес-опыта, без стартового капитала, без связей за пределами Киргизии, смог за 5 лет построить империю? Ответ прост и циничен. Он использовал власть отца. Каждый контракт, каждая сделка, каждое назначение проходили через его одобрение. Если ты хотел получить лицензию на добычу золота, ты платил Максиму. Если хотел выиграть тендер на строительство дороги, ты договаривался с Максимом. Если хотел избежать налоговой проверки, ты делился с Максимом. Это была система государственного рэкета, замаскированная под законный бизнес. И Медет Садыркулов знал каждую деталь этой схемы, потому что многие документы, которые узаконивали сделки, проходили через его подпись. Но Медет не просто подписывал, он копировал. Каждый контракт, который казался подозрительным, он дублировал и прятал. Каждое совещание, на котором обсуждались серые схемы, он записывал в личный дневник. Каждое имя, которое всплывало в контексте коррупции, он заносил в отдельный список. К началу 2009 года у него было досье на Максима Бакиева, которое могло бы отправить его в тюрьму на 20 лет. Контракты с завышенными ценами, офшорные счета, куда перечислялись комиссионные, письма от бизнесменов, которые жаловались на вымогательство, записи телефонных разговоров, где Максим прямо говорил: «Если не заплатите, лицензию отзовут». Все это Медет собирал не для шантажа. Он собирал для будущего суда над режимом, который, как он верил, рано или поздно наступит. Но Максим узнал. Как? Через предателя в окружении Садыркулова. И принял решение. Документы должны быть уничтожены, а их владелец тоже. Но Максим был не единственным бенефициаром смерти Медета Садыркулова. Второй фигурой в этой истории был Данияр Усенов, премьер-министр Киргизии с октября 2007 года. Усенов представлял южные кланы, контролировал назначения в правительстве, имел связи с крупными бизнесменами Оша и Джалалабада. Садыркулов мешал ему. Каждый раз, когда Усенов пытался протолкнуть своего человека на ключевую должность, Медет блокировал решение, ссылаясь на коррупционное прошлое кандидата. В досье с кодовым обозначением «Операция Чистота» Медет Садыркулов числился под номером 7, степень опасности 4 из 5. Рекомендуемые меры — нейтрализация с изъятием материалов. Только 4 человека знали о существовании этого досье. Директор СНБ, 2 его заместителя и еще один сотрудник, чье имя не фигурировало ни в каких штатных расписаниях. Когда именно Медета внесли в список, неизвестно. Но бывший сотрудник аналитического отдела СНБ утверждает, что видел это досье в декабре 2008 года, за 3 месяца до трагедии. Что заставило спецслужбу принять решение о нейтрализации? Существует версия, что Медет сам спровоцировал это решение, когда попытался использовать документы как последнюю страховку. Он послал сигнал тем, кто стоял у власти. Либо вы даете мне гарантии безопасности и позволяете уйти спокойно, либо компромат становится достоянием международных организаций. Это была игра ва-банк, и Садыркулов проиграл. Потому что те, с кем он играл, не боялись огласки. Они боялись потерять контроль. А контроль над человеком, владеющим их секретами, можно вернуть только одним способом — устранив этого человека физически. Последняя попытка спасти себя была предпринята Медетом в начале марта 2009 года, когда он договорился о встрече с человеком, которого называли арбитром между кланами. Это был влиятельный бизнесмен из южных регионов, имевший связи и в правительстве, и в оппозиции, и в криминальных структурах. Человек, чье слово могло остановить войну или развязать ее. Встреча прошла в нейтральном месте, в загородном доме под Бишкеком, который принадлежал общему знакомому. Присутствовали только 2. Разговор длился больше 2 часов. Охранник, дежуривший у ворот, вспоминает, что слышал повышенные голоса. Один раз показалось, что кто-то ударил кулаком по столу.
Когда Медет вышел, лицо его было бледным, губы сжаты, руки дрожали. Он сел в машину, несколько минут сидел неподвижно, потом завел двигатель и уехал, не попрощавшись. Что произошло внутри? Один из близких друзей Садыркулова, которому Медет позвонил сразу после встречи, передает его слова. «Я предложил сделку. Отдам копии всех документов в обмен на защиту для меня и моей семьи». Он выслушал, помолчал и сказал. «Медет, ты хороший человек. Но ты не понимаешь, как работает система. В ней не бывает сделок, есть только приказы. И приказ уже отдан». Это означало смертный приговор. Садыркулов понял, что времени больше нет. Следующие 9 дней он жил как приговоренный, знающий дату казни, но не знающий часа. Он попытался ускорить передачу документов тем, кто мог их обнародовать. Звонил журналистам, встречался с оппозиционными политиками, отправлял зашифрованные сообщения через людей, которым еще доверял. Но система работала быстрее. Каждый, к кому он обращался, либо отказывался, ссылаясь на страх за свою жизнь, либо соглашался, но потом исчезал, не выходил на связь, менял номера телефонов. Один из таких людей, журналист крупного независимого издания, вспоминает, как отказал Медету. Он пришел ко мне в редакцию, принес флешку и сказал: «Здесь доказательства коррупции на сотни миллионов долларов. Опубликуйте после моей смерти». Я посмотрел на него и увидел мертвеца. Он был уже мертв, просто еще ходил. И я испугался. Испугался, что если возьму эту флешку, стану следующим. Я отказал. Сказал, что не могу рисковать семьей. Он кивнул, забрал флешку и ушел. Больше я его не видел. И до сих пор не могу себе простить. Сколько таких отказов получил Садыркулов за 9 дней? 3? 5? 10? Каждый отказ приближал его к неизбежному финалу. Каждый отказ доказывал, что система сильнее любой правды. Существует версия, что Медет все таки успел передать часть документов. Не тем, кому обращался открыто, а кому-то из теневых каналов. Возможно, иностранной разведке, возможно, международной правозащитной организации, возможно, анонимному посреднику, который должен был хранить их до определенного момента. Эту версию косвенно подтверждает факт, что за 2 дня до трагедии Медет ездил в посольский квартал Бишкека, припарковал машину рядом со зданием американского посольства, вышел, прошел квартал пешком, зашел в кофейню, провел там 20 минут и вернулся. Камеры наблюдения зафиксировали, что он вошел в кофейню с небольшим рюкзаком, а вышел без него. Кофейня работала как обычно, никаких подозрительных посетителей. Но через час после ухода Садыркулова туда зашел мужчина европейской внешности, заказал кофе, сел за тот же столик, где сидел Медет, провел там 15 минут и вышел, держа в руках рюкзак. Кто он? Следствие не установило. Камеры засняли только затылок и профиль. Лицо закрыто шарфом и темными очками, хотя на улице было пасмурно. Профессиональная работа. Возможно, Садыркулов передал копии документов через этот тайный канал. Возможно, рюкзак забрал тот, кто должен был их сохранить. Возможно, где-то в секретных архивах западных спецслужб до сих пор лежит досье на киргизскую коррупцию, составленное Медетом Садыркуловым. Но если это так, почему оно не было обнародовано ни после его смерти, ни после свержения Бакиева? Может, потому что в документах были имена не только киргизских чиновников, но и тех, кому на Западе невыгодна огласка? Или потому что передача была сорвана, и рюкзак попал не в те руки? Или вообще вся эта история — дезинформация, запущенная теми, кто хотел отвлечь внимание от настоящего тайника? Вопрос остается открытым. Успел ли Медет Садыркулов передать документы, или они сгорели вместе с ним на трассе, так и не дойдя до тех, кто мог бы их использовать? 12 марта 2009 года началось как самое обычное утро. Медет Садыркулов проснулся в 6 часов 30 минут, как всегда в последние годы. Организм больше не мог спать дольше, даже когда разум требовал отдыха. Он встал, прошел на кухню, включил чайник, сел у окна и смотрел на просыпающийся город. Бишкек в марте еще спит под остатками зимы. Горы вокруг белые от снега, воздух холодный и прозрачный, улицы пустынные до 7 утра. Асель рассказывает, что он часто сидел так по утрам, молча, погруженный в свои мысли,
и не любил, когда его отвлекали. В то утро она проснулась рано, вышла на кухню, увидела его силуэт у окна. Он не обернулся. Она подошла, обняла его за плечи и почувствовала, как он дрожит. Не от холода, в квартире было тепло. От чего-то другого. От страха. От предчувствия. «Я спросила, все ли в порядке», — вспоминает Асель. Он взял мою руку, поцеловал и сказал: «Все будет хорошо». Я поверила. Но теперь понимаю. Он прощался. В 7 часов он оделся, взял небольшую дорожную сумку, которую собрал еще вчера вечером, и вышел из квартиры. Больше Асель его не видела. В 7:30 Медет встретился с Тимуром Токтонасыровым и водителем Сергеем у здания бывшей администрации президента, где оставалась его служебная машина. Черный джип Toyota Land Cruiser, который выделили еще во время работы и разрешили пользоваться после отставки. Сергей, опытный водитель, проверил техническое состояние машины накануне. Все было исправно. Тимур пришел с маленьким рюкзаком, в котором были ноутбук, диктофон и записная книжка. Он собирался делать заметки по дороге, планировал материал о поездке. Никто из них не знал, что это последняя поездка. Или знали, но не показывали? Свидетель, коллега Токтонасырова, который видел их перед отъездом, рассказывает. Тимур выглядел напряженно, говорил мало, все время смотрел по сторонам, будто ждал, что кто-то появится. Медет был спокойнее, но спокойствие было странное, как у человека, принявшего решение, от которого нет возврата. Я спросил, зачем едут в Каракол в такую погоду, по горной трассе. Медет ответил: «Встреча, которую нельзя отложить». Я не стал уточнять. Теперь жалею. В 7:50 они выехали из Бишкека по трассе на восток. Дорога до Каракола занимает обычно 5-6 часов. Но в марте, когда на перевалах еще лежит снег, а повороты обледенелые, время растягивается. Известно, что они сделали одну остановку в поселке Балыкчи на полпути, около 10 утра. Заправились, купили воду и сэндвичи в придорожном магазине. Продавщица запомнила Медета, потому что узнала его лицо. По телевизору часто показывали, когда он был в должности. Он зашел, купил 3 бутылки воды и пачку печенья, расплатился и вышел. Выглядел усталым, но держался спокойно. Я хотела спросить автограф, но постеснялась. Это была последняя зафиксированная остановка. Дальше маршрут проходил через горный участок трассы, малонаселенный, с редкими поселками. Мобильная связь там работала с перебоями, что объясняет, почему последний звонок Медета зарегистрирован в 10:45. Он звонил жене, разговор длился меньше минуты. Асель запомнила каждое слово. «Всё нормально, скоро будем на месте. Люблю тебя». Короткий и обычный разговор. Но почему он сказал «люблю тебя», хотя обычно не говорил по телефону, только перед сном? Может, знал, что это последний раз? Около 11:30 джип проехал поселок Беловодское. Местный житель, который стоял у ворот своего дома, видел черную машину, движущуюся на средней скорости, без признаков каких-либо проблем. Машина была целая, ехала ровно, никаких заносов или странных маневров. Я запомнил, потому что такие дорогие джипы редко здесь проезжают. Это было за 20 минут до трагедии. Что произошло в эти 20 минут? Официальная версия. Водитель не справился с управлением на повороте. Машина съехала с дороги, ударилась о дерево и загорелась. Но эксперты указывают на нестыковки. Поворот был пологим, не крутым. Погода ясная, без осадков. Дорожное покрытие сухое. Водитель Сергей — профессионал с 15-летним стажем, который никогда не попадал в аварии. Техническое состояние машины идеальное, проверено накануне. Что могло заставить опытного водителя на хорошей дороге в ясную погоду потерять управление? Существует несколько версий. Первая — машину подрезали. Свидетели не видели, но это не исключает, что другой автомобиль шел сзади, резко обогнал, перекрыл путь, заставил джип свернуть. Вторая версия — в шины стреляли. Баллистическая экспертиза не обнаружила следов пуль, но если стреляли в колесо на высокой скорости, след мог быть уничтожен пожаром. Третья версия, самая страшная — взрывное устройство.
Небольшой заряд под днищем, активированный дистанционно, мог повредить рулевое управление, вызвать потерю контроля. Но опять же, пожар уничтожил большинство улик. Экспертиза не смогла подтвердить эту версию. Четвертая версия. Водителя ослепили. Лазерный луч, направленный в глаза, на секунду лишает ориентации. Этого хватает, чтобы машина съехала с трассы на скорости 80 км в час. Технология использовалась спецслужбами для устранения неугодных, так, чтобы выглядело как несчастный случай. Но доказать применение лазера постфактум невозможно. Остается только предполагать. А предположений много, но фактов мало. Слишком мало для суда. Достаточно для сомнений. Огонь начался почти мгновенно после удара. Свидетели, подъехавшие через несколько минут, описывают картину, от которой кровь стынет. Машина полностью охвачена пламенем. Черный дым поднимается столбом, жар такой сильный, что невозможно подойти ближе 10 метров. Один из первых, кто приехал на место — водитель грузовика, ехавший следом. Я увидел дым, остановился, побежал к машине, думал, может, кого-то вытащить, но было поздно. Пламя било из всех окон, слышались какие-то звуки изнутри, но подойти я не мог. Я звонил в милицию, кричал в трубку, что люди горят, умоляли приехать быстрее. Мне сказали: «Выезжаем». Но приехали только через 40 минут. Когда приехали, уже было все кончено. Только обугленный металл и пепел. 40 минут — критически много для спасательной операции. Но достаточно для тех, кто хотел убедиться, что никто не выжил, и забрать то, зачем пришли. Когда пожарные наконец потушили пламя и следователи начали осмотр, они обнаружили 3 тела. Настолько обгоревшие, что идентифицировать можно было только по зубным записям и фрагментам одежды. Медет Садыркулов, Тимур Токтонасыров, водитель Сергей. Все 3 погибли мгновенно от удара и переломов до того, как начался пожар. Это было единственной милостью в той трагедии. Они не горели живыми. Но их смерть не была случайностью. Слишком много странностей. Слишком удобный момент. Слишком выгодный исход для тех, кто боялся документов, которые Медет вез с собой. Понимал ли Садыркулов неизбежность своей судьбы в те последние часы? Его последний звонок жене, его слова «люблю тебя», его спокойствие перед отъездом — все указывает на то, что он знал. Знал, что едет навстречу смерти. Но ехал. Потому что отступать было некуда, потому что если не он, то кто? Потому что правда дороже жизни. Он верил в это до последней секунды. Чтобы понять, кто стоял за трагедией на трассе, нужно посмотреть не на тех, кто потерял, а на тех, кто выиграл. Следственный принцип «cui bono» — кому выгодно — работает безотказно в делах, где смерть человека приносит кому-то конкретную пользу. После 12 марта 2009 года несколько человек получили то, чего не могли получить при жизни Медета Садыркулова. Список короткий, но красноречивый. Первый в этом списке — Максим Бакиев, старший сын президента. В апреле 2009 года, через месяц после трагедии, его назначили главой Центрального агентства по развитию, инвестициям и инновациям. Структура, которая контролировала все крупные инвестиционные проекты страны, распределяла государственные гранты, выдавала лицензии на добычу полезных ископаемых. Бюджет агентства составлял больше $100 миллионов в год. Фактически Максим получил легальный контроль над экономикой Киргизии. До смерти Садыркулова это назначение было невозможно. Медет блокировал его, ссылаясь на конфликт интересов. После смерти препятствий не осталось. Максим занял пост и за следующий год увеличил свое состояние, по оценкам экспертов, минимум на $50 миллионов. Совпадение? Или закономерный результат устранения главного препятствия? Второй бенефициар — Данияр Усенов, премьер-министр. После смерти Садыркулова он получил полный контроль над кадровыми назначениями в правительстве, чего раньше не мог добиться из-за противодействия Медета. В течение 3 месяцев Усенов сменил руководителей 6 ключевых министерств, назначив на их места людей из своего клана. Министерство финансов, Министерство транспорта, Министерство энергетики, Государственная таможенная служба, Налоговая инспекция, Агентство по управлению государственным имуществом — все эти структуры оказались под контролем Усенова и его людей. Бюджетные потоки,
Контракты, приватизация, налоговые проверки — все это теперь шло через премьера. Он стал вторым человеком в государстве, не только формально, но и фактически. До трагедии Садыркулов ограничивал его амбиции. После трагедии ограничений не осталось. Усенов использовал свою власть на полную, пока апрельская революция 2010 года не свергла весь режим Бакиева. Но за год он успел вывести из страны, по данным оппозиционных расследований, от 20 до 40 миллионов долларов. Деньги осели на счетах в Швейцарии, Объединенных Арабских Эмиратах, Сингапуре. Усенов до сих пор живет в эмиграции. Экстрадиции не подлежит, потому что все обвинения против него так и не были доказаны в суде. Третий в списке — директор службы национальной безопасности, имя которого не принято называть вслух даже сегодня, спустя годы после событий. Этот человек руководил спецслужбой с 2007 года, имел прямой доступ к президенту, контролировал все секретные операции, включая те, о которых не знали даже министры. Садыркулов был для него проблемой, потому что владел информацией о методах работы СНБ, прослушке телефонов оппозиционеров, слежке за журналистами, запугивании неугодных. Медет собирал эти факты, планировал передать их международным правозащитным организациям. Если бы это произошло, директор СНБ оказался бы под угрозой международных санкций, возможного ареста при выезде за границу, судебного преследования. После смерти Садыркулова угроза исчезла, документы сгорели, свидетель устранен. Директор получил повышение, его ввели в Совет безопасности страны, дали расширенные полномочия, увеличили бюджет спецслужбы. Он продержался на посту до апрельской революции, после чего бежал из страны вместе с Бакиевым. Сейчас живет в Минске, официально на пенсии, но сохраняет связи с киргизскими силовыми структурами. Его имя фигурирует в списках причастных к политическим убийствам, но ни одно дело против него не дошло до суда. Но самая интересная фигура не в официальных списках. Это человек, которого видели рядом с Бакиевым в критические моменты, но который никогда не занимал публичных должностей. Его называют серым кардиналом режима. Бизнесмен, связанный с криминальными структурами, посредник между властью и теневой экономикой. Человек, который решал вопросы, о которых президент предпочитал не знать. Бывший сотрудник администрации президента описывает его так: невысокий, полный, с лицом, которое легко забыть. Он приходил на совещания редко, но когда приходил, все замолкали. Даже президент слушал его внимательно. Он никогда не повышал голос, говорил тихо, но его слова были законом. Этот человек контролировал финансовые потоки, которые не проходили через официальные каналы. Контрабанда, незаконная добыча золота, рэкет, торговля наркотиками, оружием. Все, что приносило большие деньги в обход государства. Садыркулов знал о его существовании, пытался собрать доказательства его связей с властью. Если бы эти доказательства стали публичными, серый кардинал оказался бы под угрозой не только судебного преследования, но и физического устранения конкурирующими криминальными группами. Его власть держалась на тайне. Садыркулов угрожал этой тайне. Решение было очевидным. После трагедии серый кардинал усилил свои позиции, взял под контроль новые направления — государственные закупки, таможенные схемы, распределение квот на импорт топлива. За год он заработал, по экспертным оценкам, больше 100 миллионов долларов. Когда Бакиев пал, этот человек исчез. Вернулся только через 3 года, при новой власти, под новым именем, с новой биографией. Его никто не тронул. Почему? Потому что у него остались связи, деньги, влияние. Потому что система защищает своих. Экономический след ведет к одной точке. Все бенефициары смерти Садыркулова связаны между собой. Максим Бакиев получал долю от схем Усенова. Усенов прикрывал операции директора СНБ. Директор СНБ обеспечивал безопасность серого кардинала. Серый кардинал финансировал предвыборные кампании Бакиева. Это был замкнутый круг, где каждый зависел от другого, и каждый имел интерес в сохранении системы. Садыркулов угрожал всей системе сразу, поэтому решение о его устранении было коллективным. Не один человек отдал приказ. Его приняли все вместе, на закрытом совещании, о котором не осталось записей.
Кто-то предложил, кто-то поддержал, кто-то организовал, кто-то исполнил, кто-то прикрыл следы. Это была операция, в которой участвовали десятки людей на разных уровнях, от высших чиновников до рядовых исполнителей. И каждый получил свою долю. Кто-то деньги, кто-то должности, кто-то просто сохранение жизни. Система наградила всех, кто помог ей выжить. Но остается главный вопрос. Кто был главным организатором? Кто сидел на вершине пирамиды и давал указания остальным? Был ли это сам президент Курманбек Бакиев? Или он только одобрил решение, принятое другими? Или вообще не знал деталей, получив информацию постфактум? Версий много, доказательств нет. Все участники либо молчат, либо сбежали, либо погибли при загадочных обстоятельствах. Дело закрыто, архивы уничтожены, свидетели запуганы. Правда похоронена глубже, чем тело Медета Садыркулова на бишкекском кладбище. И пока те, кто выиграл от его смерти, живут на свободе, пользуются награбленным, наслаждаются безнаказанностью, вопрос остается открытым. Кто ответит за это преступление? И ответит ли кто-нибудь вообще? Семья Медета Садыркулова заплатила цену, которую невозможно измерить деньгами. Асель с детьми уехала из Киргизии через год после трагедии, поселилась в Алматы, сменила фамилию, пыталась начать новую жизнь. Дети выросли без отца, зная, что его убили, но не зная, кто именно и почему. Сын Тимир стал замкнутым, ушел в себя, отказался говорить о прошлом. Дочь Айнура до сих пор видит кошмары. Горящую машину, лица людей, которые стояли и смотрели, как отец сгорает. Психологи называют это посттравматическим расстройством. Асель называет это жизнью после смерти. Она пыталась добиться справедливости, писала в прокуратуру, обращалась к правозащитникам, давала интервью журналистам. Безрезультатно. Дело официально закрыто за отсутствием состава преступления. Версия о несчастном случае осталась в силе. Никто не был наказан. Никто даже не был обвинен. «Я поняла, что правосудия не будет», — говорит Асель. «Система защищает своих. Убийца моего мужа до сих пор на свободе. Некоторые даже вернулись во власть под новой вывеской. Я не могу бороться с системой. Могу только сохранить память». Она написала книгу о Медете, издала ее на собственные деньги, распространяет среди тех, кто еще помнит. Книга не стала бестселлером, но стала памятником человеку, который пытался изменить страну и заплатил за это жизнью. Предатели и бенефициары живут по разным сценариям. Максим Бакиев бежал из Киргизии вместе с отцом в апреле 2010 года, когда народное восстание смело режим. Курманбек Бакиев получил убежище в Белоруссии, где живет под охраной государства по сей день. Максим обосновался в Лондоне, открыл несколько инвестиционных компаний, купил недвижимость в престижных районах. Деньги, выведенные из Киргизии, работают на него. Он дает редкие интервью, в которых называет себя жертвой политических репрессий, отрицает все обвинения в коррупции, утверждает, что его семья служила народу. О Медете Садыркулове не упоминает. Видимо, забыл. Данияр Усенов живет в Объединенных Арабских Эмиратах, официально занимается консалтингом, неофициально инвестирует награбленное в недвижимость и туристические проекты. Экстрадиции добиться не удалось. У него хороший адвокат и связи в правительстве ОАЭ. Директор СНБ живет в Минске, изредка дает интервью киргизским изданиям, в которых защищает действия спецслужб, отрицает причастность к политическим убийствам, называет обвинения клеветой. О Садыркулове говорит как о трагической случайности. Серый кардинал вернулся в Киргизию под новым именем, занялся легальным бизнесом, стал респектабельным предпринимателем. Его никто не тронул. Все знают, кто он на самом деле, но доказать ничего нельзя. Система сохранила своих. А что осталось от Медета Садыркулова? Могила на бишкекском кладбище, которую посещают редкие знакомые. Книга, которую почти никто не читает. Память в сердцах тех немногих, кто верил в его честность. И вопросы, на которые нет ответов. Где документы, за которые он отдал жизнь? Существуют ли копии, спрятанные в тайниках, о которых никто не знает? Или правда погибла вместе с ним на той горной трассе, превратившись в пепел,
который следователи собирали в мешки. История Медета Садыркулова — это история о том, как система пожирает тех, кто пытается ее изменить. О том, как документы становятся опаснее оружия. О том, как страх сильнее правды. И о том, что в мире, где власть принадлежит тем, кто готов убивать за свои секреты, честность — это смертный приговор. Но даже смертный приговор не отменяет главного. Правда сильнее страха. Даже если эта правда похоронена. Даже если те, кто ее знал, молчат. Даже если система победила.